Вот лучше всего, когда ты не знаешь, вот с чего начать и к чему ты придешь, садись и читай. Садись и читай Островского, потому что, строго говоря, все ответы там. Если не все ответы там, то ответы на какие-то другие вопросы ты уже находишь в других сферах своих знаний или ищешь эти ответы уже за пределами Островского. Но многое из того, что мы с вами будем говорить, оно будет как раз из этой сферы, потому что эпоха очень специфическая, потому что материал, с которым Островский бьет, еще более специфический, редкий для русской литературы, поэтому много надо будет еще нам по ходу дела еще и объяснять. А начнем мы вот с чего, с того, что, кажется, к Островскому на первый взгляд не имеет никакого прямого отношения, но я по ходу нашего сегодняшнего разговора несколько раз буду возвращаться к этому тезису. Нужно всегда, когда мы говорим о каком-то культурном явлении, о каком-то литературном явлении, о каком-то событии, всегда помнить одну важную, но очень редко учитываемую вещь. Вещь эту, вернее, нужно помнить о том, что история человечества, уже история государства, уже история народа, уже история этноса, субэтноса, социальные группы и так далее, она асинхронна. События не происходят одновременно, вернее как, события происходят одновременно, но все участники этого события находятся на разных этапах своего развития. И реакция на это событие у каждого из этих элементов своя, обеспеченная спецификой собственной истории, географии, политики, языка, картины мира и так далее, и так далее, и так далее. Здесь компонентов бесконечное множество. На внешнем контуре вот этой асинхронности у каждого народа свой темп, ритм, мы это с вами говорили уже коротко, применительно к Борису Годунову. У каждого этноса, у каждого народа, у каждого государства свой темп и ритм развития. В этом смысле так история нам дает возможность понять вот тезис, который впервые на языке философии сформулировал совершенно великолепный наш историк и социолог Поршнев. Прежде чем понять, кто такой я, нужно понять, кто ты. То есть мы зеркалим, мы не в себя всматриваемся, а мы понимаем себя, только зеркалясь от другого, отсчитывая от другого. А это всегда констатация разницы. У него так, а у меня так. Он такой, а я такой. Он так, а я этак. И только тогда начинает оформляться вот это самое представление о я. Сама история нас учит. Если ты хочешь понять себя, пойми того, кто рядом. И разберись. Тогда ты легче разберешься в том, кто ты. На внутреннем контуре происходит то же самое, что и на внешнем контуре. Если взять контур государства или этноса, здесь тоже идет вот это самое дробление на компоненты, на части. Особенно это актуально применительно к империям, особенно многонациональным империям, многоконфессиональным империям, потому что вот то, что мы часто объясняем разницей темпераментов, допустим, финно-угров и тюрок, а это не только разница темпераментов, это разница в результатах пройденного каждым из этих народов пути, итогов этого пути, смысла, осмысления этого пути и, наконец, перспективы. Как себе тот или иной народ эту перспективу представляет. И в этом смысле, допустим, деление России на этнические зоны, конфессиональные зоны, региональные зоны, русские с Сибири принципиально отличаются от русских юга России, уральцы от сибиряков и так далее, а Дальний Восток это вообще что-то для нас в этом смысле непонятно и так далее. Но этот же принцип распространяется и на то, что мы называем надконфессиональным и наднациональным делением народа или государства, социальное деление.
социальные группы тоже обладают каждый своим объемом памяти исторической, каждый своим темпом развития, каждый своим направлением, логикой своего развития. И вот Островский это совершенно великолепно уловил, и дальше мы будем более подробно об этом говорить. Сейчас только так удочку заброшу. Вот в чем специфика материала, с которым работает Островский. Специфика этого материала заключается в том, что он работает с социальной группой, которая, грубо говоря, принадлежит не 40-м, 80-м годам XIX века, а сформировалась, сложилась и окостенела, что называется, в своем содержании в Петровскую и послепетровскую эпоху. Эпоху домостроя. Что это значит и как к этому относиться, об этом уже потом. Поэтому вот когда так ставишь вопрос о вот этих самых границах между группами, обладающие разным объемом содержания, разным объемом памяти и так далее, а самое главное, разными картинами мира и разными системами ценностей, то тогда становится понятно, почему, допустим, та же самая русская литература проявляла такой интерес к не столько закономерностям, сколько исключениям из этих закономерностей. Интересовал эксцесс. Эксцесс, который возникал вот на стыке, на встрече, на границе, где встречаются эти разносодержательные компоненты. Допустим, неравные браки. Это же очень частая тема и в литературе, и в живописи, особенно вот в живописи в середине второй половины XIX века. Ну, вспомните хотя бы неравный брак. Любовные отношения между представителями различных социальных групп, и как складываются, и к каким результатам приводят эти отношения. Приключения незаконно рожденных детей. Это тоже тема, что называется, вот такого порядка. В общем, любые формы выпадения из своего социума и становления в другом социуме и так далее, и так далее. Вот это все очень интересует литературу. И в этом смысле обратите внимание, вот русская психологическая проза начинается с чего? С карамзинской «Бедной Лизы», которая рассказывает нам о чем? О трагедии поселянки, то есть крестьянки, которая полюбила дворянина. Вот вам конфликт. Проблема, возникающая на стыке двух социальных групп. Если бы Лиза не была поселянкой, а была бы дворянкой, да еще и состоятельной, там все было бы замечательно. Но все предрешено тем, что она поселянка и еще и бедная поселянка. Вот все пружина, допустим, развития сюжета пушкинского арапа Петра Великого, она вся построена на социальной и национальной двусмысленности положения арапа Ганнибала. Вот эта двусмысленность, она и заворачивает всю повесть. И еще любопытно, жаль, что Пушкин не дописал, любопытно, чем вообще этот неожиданный поворот закончил. Перелицовкой бедной Лизы стал станционный смотритель у Пушкина. Та же самая любовь девушки из простонародья, что называется, к блестящему офицеру. Но там, кажется, идиллически она оканчивается. Ну, насколько идиллически, это мы еще с вами посмотрим, если встретимся в мае, где будем говорить о маленьком человеке в русской литературе. Вот. Ну, пока оставим так. Ну, в герое нашего времени, в главе Белла, это мы опять же все помним, тут еще примешивается и национальный компонент, национально-культурный, точнее, компонент. И, наконец, идиллическая картина любви Фенечки и старшего из этих самых, двух братьев, каких? Кирсановых. Он старший? Нет, младший. Младший брат. Николай старший. Да. Там небольшая разница. Ну, хорошо, не буду настаивать, это не принципиально, но та же самая тема.
разносоциальные представители разных социальных групп вступают в некие личные отношения, и эта разница порождает некие смыслы, порождает некое содержание, порождает некие повороты сюжета. Но, тем не менее, надо помнить, что вот к концу 30-х, началу 40-х годов, и даже 40-е годы, когда начинает, собственно говоря, работу Островский как драматург, доминирующее положение в русской культуре, в русской литературе, в русском культурном сознании продолжает занимать дворянин. И все отношения, которые разворачивает, или основная масса отношений, главные отношения, которые разворачиваются в русской литературе, в русской культуре этого периода, это отношения внутрисословные, внутри дворянского сословия, со всеми его дифференциациями интеллектуальными, нравственными, моральными и так далее, но внутри одного единого сословия с, в общем-то, общей картиной мира, в общем-то, с общей системой ценностей, которые, если и не разделяются, то, по крайней мере, в сознании этого человека существуют и как-то, каким-то образом на него влияют. Это дворянин, представитель самого привилегированного сословия в Российской империи. В этом смысле дворянство – это вершина социальной пирамиды, экономической, социальной, политической, интеллектуальной пирамиды российского государства. Но, опять же, я думаю, что вы помните, что на рубеже 30-х, 40-х годов вот это доминирующее положение дворянина начинает расшатываться, начинает раскачиваться. Ему, конкурентом ему становится русский разночинец. Разночинец – носитель совершенно иной идеологии, совершенно иной системы ценностей, причем идеологии, системы ценностей и картины мира принципиально антидворянской, строящейся от противного. Если для дворянина вот это важно, то для разночинца это значение не имеет. Он выдвигает в альтернативу тем ценностям какие-то свои ценности и так далее. И в этом смысле русскому дворянину в эту эпоху приходится очень сложно по той простой причине, что разночинец идеологически очень активен. Он действительно начинает выстраивать свою идеологию и очень активно, очень интенсивно навязывать ее. По существу русская демократия впервые именно в эти 30-е и 40-е годы осознала значение и роль агитации и пропаганды. И, собственно говоря, чем она занимается? Чем занимается Добролюбов, чем занимается Писарев, чем занимается критик Чернышевский и так далее, и так далее. Они все занимаются агитацией, они все навязывают русскому читателю свою картину мира, свою систему ценностей. Очень агрессивно, очень последовательно, жестко и во многом, надо сказать, оправданно. И в этом смысле дворянская линия как бы в развитии русской культуры в эту эпоху начинает явно проигрывать демократической. Вот они, два льва схлестнулись, что называется. 40-е годы это вот как раз схлестнулись две силы, два начала, две идеологических армии. Что делает Островский? Островский поступает как китаец, как китайская обезьяна, которая сидит на этой самой, на чем она там сидит, на дереве и смотрит, кто кого. Он писатель тоже демократической линии. Он не дворянский писатель. Он не неописатель дворянства, так скажем. Но при этом и демократ для него, не материал, но вот не герой. И тогда он выставляет на сцену, в прямом и переносном смысле этого слова, на сцену выдвигает русское купечество, русского купца. Еще одно сословие, которое, кстати, к этому времени начинает очень основательно подрастать, которое начинает осознавать свои возможности, свой внутренний потенциал. И потом в 70-е, 80-е, 90-е годы именно на этой социальной базе вырастет русский капитализм. Но это только самая начальная стадия формирования не купечества,
а нового качества купечества. Это вот надо понять. Купечество сформировалось в России в Петровскую эпоху. Петровскими указами был закреплен, собственно говоря, была закреплена эта социальная страта, эта социальная группа, были расписаны все их права, обязанности, внешние, внутренние там, и так далее, и, собственно, купечество сформировалось именно в этот период. А вот новое качество купечества, вот это то, что Островский увидел. Оно начинает формироваться, оно начинает складываться, и для него это становится в значительной степени, так скажем, материалом для художественного освоения, для идеологического освоения. И тут, между прочим, есть над чем подумать. Есть над чем подумать вот почему. Ну, во-первых, понимаете, вот когда я сказал, что Островский делает ставку на купечество, это не значит, что он сидел и выбирал, так, взвешивал так, дворянство, крестьянство, демократия. Нет. Первый позыв был самый элементарный, самый прозаический, биографический. Островский сформировался в этой среде, не принадлежа ей. Он сам не из купцов, но специфика работы его отца и специфика потом учебы и работы первоначальной самого Островского постоянно сталкивала его с людьми этого сословия. Он это сословие прекрасно знал, он разбирался в нем, особенно, видимо, сильно сказалась работа в так называемом совестном суде. Вот, представляете? В 40-е годы 19 века в России был совестный суд, где судья судил по совести. Вот встречались мать или отец и сын. Сын говорит: отец ущемляет меня, капиталом не делится. Отец говорит: а с какой бодуна я буду с тобой капиталом делиться, ты вот такой нехороший, все, значит, прогуливаешь. И вот судья по совести должен был разрешить вот эти отношения, которые как бы уголовным законодательством и гражданским не регулировались, а именно по совести должен был разрешить этот конфликт. И это решение было точно так же, как действенно, как решение любого другого или уголовного, или гражданского суда. И Островский длительное время проработал в таком совестном суде, и он вот нагляделся таких вот бытовых историй, конфликтов родственных, семейных, межличностных и так далее, и так далее. И материалом вот в этом смысле владел великолепно. Поэтому вот выбор им купца был не столько внутренним выбором, сколько, вернее, не только внутренним выбором, сколько внешним выбором, продиктованным внешними обстоятельствами. Более того, в общем-то, вот об Островском я обратил внимание, я прочитал совершенно ничтожную книжку, не помню какого автора, из серии «Жизел» об Островском. Вот. Зря только время потратил. Там была осуществлена попытка, так скажем, смоделировать идеологию Островского. Вот оказывается, он безыдейный человек. Оказывается, он был безыдейным человеком. Он где-то внутренне симпатизировал тому, что называлось в те времена вот этим кружком таких умеренных славянофилов, а в принципе он был человеком, который считал, что вообще жизнь должна развиваться естественно, органически, без всяких насилий, без всяких попыток управлять этим процессом извне. Вот как растет дерево, как растет трава, как всходит, заходит солнце, как сменяют друг друга времена года, вот так и жизнь должна размеренно и последовательно двигаться и развиваться, подчиняясь неким внутренним, естественным, что называется, законам. Поэтому вот дворянин Островского особенно не интересовал, обратите внимание, в пьесах у Островского дворян очень мало. И если они там даны, то даны так достаточно обобщенно, без детализации, с которой, допустим, прописаны те же самые купцы у него. Купец для Островского был и предпочтительнее разночинца. Вот я уже говорил, сам не идеолог, он чурался
вот такой агрессивной идеологичности, он чурался такой попыток давить на него с какой-то интеллектуальных, что называется, на интеллектуальных основаниях и так далее. Разночинец был ему малопонятен, какой-то неопределенный, беспочвенный, откуда взялся, чего хочет, для чего существует, ничего не понятно и так далее. А тем более он чужд совершенно народной стихии, которая Островского так немножко притягивала и привлекала и так далее. Вот поэтому не случайно, допустим, разночинец у него всегда, чаще всего возникает в образе актера. Вот это вот негативное отношение к разночинцу в этом проявляется. Что такое актер? Человек, занимающий не свое место. Это уже не есть знак качества, что называется. Это человек, занимающий не свое место, и по своей природе, собственно говоря, поэтому и по этой же природе беспринципный. Потому что сегодня он злодей, завтра он добродетелен, послезавтра он верный муж, послезавтра он изменник коварный и так далее, и так далее. Поэтому вот, допустим, Шмыга или Робинзон у Островского, Шмыга из «Без вины виноваты» и Робинзон из «Бесприданницы» — это совершенно беспринципные люди. И это вот такой мазок в сторону этой самой демократической публики. Совершенно очевидный со стороны Островского, такой не сильно обидный, но очень такой четкий шлепок в ту сторону. Не случайно, допустим, и то, что вот Кручинина у него вроде как и положительная героиня, хотя она и не разночинка, там не поймешь социальный статус ее, как-то трудно определить, но она, тем не менее, выпадает из актерской среды, прежде всего потому, что не утратила качество своей, вот, изначальных своих качеств. Она актриса по, так скажем, по осознанному выбору. Она идет в актрисы не как в профессию, в театр не как в профессию, а как осознанный выбор, как отказ от своей той трагического отрезка той судьбы, когда она потеряла своего сына, и она переворачивает свою личность и начинает как бы жить иной жизнью. В этом смысле для нее театр это же не только сцена, а это все, весь тот объем жизни, который она проживает до встречи с сыном, а там будет возвращение к как бы первоначальному этапу. Не случайно также то, что и Незнамов, сын ее, возрождается именно в тот момент, когда он обретает маму, а вместе с мамой свой настоящий социальный статус. Вот. Итак, купец, а точнее купеческий мир, вот это тот самый материал, с которым работает Островский. В этом выборе была очевидная и поразившая современников новизна. К купечеству русская литература никогда до Островского серьезно не относилась. Это была маргинальная социальная группа, это было нечто эстетически непривлекательное, этически неинтересное, периферийное явление, которое в поле внимания культуры не попадало. Почему, опять же, чуть попозже. Вот. Если тут ведь логика простая в этом смысле была. С дворянином можно было переживать высокие чувства, жить в неких интеллектуальных империях там, и так далее. С разночинцем горько размышлять по поводу социальной несправедливости общества. С крестьянином проливать слезы над его незавидной долей. А что делать с купцом? Вот что делать с купцом, Песня который... Про купца Калашникова. А? Песня про купца Калашникова. Вот там купец-то, понимаете, вот не купец. Там русский человек. Там русский человек. Против, извините, татарина. Что в нем там купеческого-то? Ну, это... Может быть, что-то там и можно найти, но согласитесь, это не герой Островского. Калашников — это не герой Островского.
Если это и купец, то это какая-то предтеча. Торговый человек, вот, торговый люд. Вот это точнее будет сказать. А купец это все-таки другое. Там регламентированная, я уже говорил, регламентированная структура. Итак, чего делать с купцом, который ни то, ни другое и ни третье? Вот это ни то и ни другое как раз и есть его отличительная черта. Вот отличительная черта купца как раз и есть то, что он не то и не другое. Коротко. На тот период, о котором мы с вами говорим, русское купечество вообще уникальное сословие. Уникальное в структуре, если говорить о структуре, социальной структуре русского общества. Во-первых, если магистраль этой структуры определяет отношения между дворянином, это источник дворянством, источник власти, и крестьянством, источник благосостояния, собственно говоря, дворянства, то купец, купеческое сословие – это посредничество, это положение посредника между дворянством и крестьянством. Это раз. Второе. Как и положено в сословном государстве, купцом человек становится по рождению. Точно так же, как по рождению человек становится дворянином, точно так же, как он становится мещанином или крестьянином, купцом можно стать по рождению. В основном именно по рождению. При этом купечество обладало только частью прав, данных дворянину, и частью прав, и брало только на себя только часть обязанностей крестьянина. Вот это промежуточное положение, срединное положение, оно в этом и заключалось. Во-первых, он не платил подушевую подать, в отличие от крестьянина, и точно так же, как дворянин, который тоже не платил подушевую подать, но платил налог, которого не платил дворянин и не платил крестьянин. Налог был, такой, я не знаю, 1% с капитала это много? Нет, немного, Но это не единственный налог был, но государство он платил 1%, причем заявленного им капитала. Вот он заявляет, что у него 1 000 000, значит он с 1 000 000 платит. Заявляет, что 10 000, он с 10 000 платит. Вот. В этом смысле либеральное отношение к ним было такое. Да, он мог, в отличие от крестьянина, откупиться от рекрутского набора. Только купец мог откупиться от рекрутского набора. То есть не отдавать своего сына в армию, а заплатить за него там какую-то денежку. Сами купцы законодательно делились на 3 группы, на 3 категории или гильдии, как их называли. Это вот как раз с чего купечество и началось. Вот торговых людей Петр объединил и сказал: так, вот делю вас на 3 гильдии, вот вам критерии, вот первая гильдия, вторая, третья, вот вам ваши права, вот вам ваши обязанности, все, ребята, вперед. Да, 3 гильдии, здесь тоже все зависело от заявленного капитала. Я уж не помню там, где были рубежные эти самые шаги, но тем не менее, заявил ты такой-то капитал, значит ты первой гильдии. Заявил поменьше, второй гильдии, заявил еще меньше, ты к 3-й гильдии относишься. Но вот деление было тут неформальным. Купцы первой гильдии – это полноценные предприниматели. Они имели право торговать по всей России и за границей, им давалось право внешней торговли. Они имели право владеть крупными заводами, крупными фабриками, горнодобывающими компаниями. Они в середине XIX века получили право заводить банки и начали заниматься банковской деятельностью. То есть это тот слой, на котором вырос, собственно говоря, русский капитализм. Купцы второй гильдии имели право торговать только в том регионе, где они зарегистрированы.
грубо говоря, зарегистрирован в Удмуртии, значит, вот в Удмуртии ты имеешь право торговать, здесь, на этой территории, ты имеешь право заниматься производственной деятельностью, держать какие-то фабрики, держать какие-то ремесла и так далее. А купцы третьей гильдии, они занимались уже только мелкой розничной торговлей. Это все оптовая торговля, а купец третьей гильдии это уже только розничная торговля, мелкие лавки, мелкие магазинчики там и так далее. Купец имел возможность поступить, вернее, купеческий сын, там система тоже очень хитрая была. Первый сын в семье становился купцом. Он был купцом. Второй, третий и так далее сыновья уже не назывались купцами. Они назывались купеческие дети. Они не наследовали отцовского капитала, они могли жить там... Вот откуда в Грозе все конфликты в доме Кабанова и в доме этого Дикова. Там у папы все капиталы, и он как хочет ими, так и распоряжается. Хочет дать рубль, даст, а не захочет, что называется, и не даст. Вот. Все остальные купеческие дети, если этот купеческий ребенок, ну вот папе с мамой захотелось, получил образование, он может поступить в университет. А получивший высшее образование, он может поступить на государственную службу. Вот такое условие было, только в этом смысле. Поэтому купеческий сын мог заниматься государственной службой, но стать каким-то руководителем, что называется, городским головой, или уж тем более губернатором, конечно, уже никогда стать не мог. Все решалось, как видите, объемом капитала. Значимость купца, роль купца, слава и честь купца определялись суммой, которой он владел. Даже шире. Капитал это же не только денежное выражение, это еще и недвижимая часть собственности и так далее. И вот чем он был богаче, тем он был... А вот чем он был богаче, тем он был чем? Тем больше у него было прав? Нет. Прав у него было меньше, чем у дворянина. Да, миллионами располагай. Вспомните в Грозе, кто рассказывает, что единственный раз с Диким проблема возникла, когда его гусар обругал, а он ему ответить не может. Вот какими бы ты капиталами не облагай, а вот этот щелкопер только потому, что он дворянин, он по определению выше тебя. Дополнительных прав капитал не давал. Гражданских, социальных прав капитал не давал. Капитал давал тебе право только занимать более высокое положение в этой внутрисословной пирамиде. За пределами этой сословной пирамиды. Вверх тебе ходу, что называется, не было. Поэтому, допустим, вот нельзя слишком строго судить Тихона или Бориса из той же самой Грозы, потому что их характеры – это сумма личных качеств, с одной стороны, и зависимости, вот неотъемлемой в их положении, зависимости Тихона от денег матери, а Бориса от денег Дикова. И это не только для них, это для всех. Катерина в таком же самом положении, Варвара в таком же самом положении, все остальные в таком же самом положении. Все, кто не купцы, а купеческие дети, они все в зависимом положении. Из этого зависимого положения можно было вырваться только двумя способами. Либо жениться и начать жить своей семьей, либо выйти замуж. И опять же начать жить своей семьей, но Катерина попробовала, и что у нее из этого получилось. Вот, как ни крути, вот, допустим, трагедия Ларисы Агудаловой из той же самой «Бесприданницы», одной из своих граней высвечивает факт, что вокруг нее люди с деньгами, и лишь она, ее мать и Карандышев откровенно бедны. Вот там четко вот эти три позиции бедных людей и все остальные позиции люди с капиталом. И эти люди с капиталом, собственно говоря,
конечном итоге и определяет судьбу тех, кто без капитала. Итак, Островский открывает русскому читателю, зрителю неведомый ранее мир, мир купечества. Это очень важно, потому что Островский пишет не одну пьесу, допустим, как Грибоедов, и не две, как Гоголь. Он пишет сериал. И мы по этому поводу тоже будем говорить. Он пишет по две, а то и по три пьесы в год, оригинальных русских пьес. Одновременно переводит с 3 языков: французского, итальянского и испанского, по-моему. Драмы итальянские и французские. Он набивает русский театр репертуаром. И если убрать из этого ряда переводные пьесы, то вот и получается, что пьесы Островского, они в театрах идут как сериалы. Одна, другая. Это шла премьера, снова, ага, к ней третья добавляется и так далее. И, так далее. И до сих пор идут и русские зрители из поколения за поколением за этим сериалом следят, не отрываясь. В этом смысле он, конечно, был Колумбом за Москворечье, вот, но чем поразил Островский современников? Точнее, чем он поразил мир, который он воспроизвел. Прежде всего, своеобразием человеческих типов. Вот не просто купцы. Если бы просто купцы, это было бы неинтересно. А перед нами целая галерея, что называется, типов. Обратите внимание, не характеров. Вот это тоже надо помнить. У Островского нет характеров. У него есть типы. Характеры, зачатки характера есть у очень ограниченного круга его героев, но об этих героях мы с вами поговорим отдельно. А в основном Островский воспроизводит типы. Купец-стяжатель, купец-самодур, купец-азартный игрок, купец-холодный рационалист, вроде Кнурова, купец-ретроград, купец-прогрессист, безмолвные, бесправные купеческие дети, родственники их и так далее, странницы, носители национальных мифов или именно национальных мифов, тоже попозже об этом поговорим. Наконец, сильные женщины, поставленные в безвыходное положение, это тоже тип. А вот внутри этого типа он там начнет как бы разбираться, но о результате поговорим попозже. Вот. Огромная галерея типов, судеб, характеров, форм поведения, речевых стереотипов, способов самоутверждения и так далее, и так далее. И все это у Островского, это тоже надо помнить, это все завернуто в оболочку прекрасного русского языка. Они все говорят прекрасным русским языком, причем с опорой не столько на литературную речь, сколько на народную речь. Отсюда масса поговорок, пословиц, вот, привычных словесных оборотов, которыми они пользуются. Ну, вплоть до стереотипов, допустим, вот тот же самый, как его, я все забываю, любовник Ларисы, Паратов. Пошлейший язык. Он говорит языком водевиля. Лариса млеет. Потому что это родное, это знакомое, вот за этим же стоят целые там взрывы чувств там и так далее. А он говорит языком водевиля. Очень важный момент, вот это речевое оформление, приземленное, заземленное, основанное на национально-языковой традиции для Островского, это принципиально важная вещь. Да-да? Сам же Паратов говорит, что он русскому языку у Бурлаков учился. Ну, говорить-то я могу тоже. Я могу сказать, что я у китайских мандаринов учился. И к чему научился? Он в другом месте говорит тоже, да я сам из народа, я там вот с бурлаками. Ну, как вам сказать? Я трижды пил коньяк с 3 министрами обороны России. Ну и что? Ну и что? Как говорили герои одного анекдота, сказать-то можно, где аргумент. Итак, вот из этих героев
Островский выстраивает вот целый сериал, бесконечный, надо сказать, на протяжении его жизни, буквально бесконечный сериал, где, собственно говоря, если вот так последовательно, по мере написания читать его пьесы, то вы увидите, как, собственно говоря, каждая новая пьеса, это не новая пьеса, а поворот, новый поворот старой темы, новая разработка старой темы, новая грань какая-то уже известной нам темы и так далее. И в этом смысле применить понятие сериал к пьесам Островского вполне допустимая вещь. Он сознательно, по-моему, это делал. Каждый фрагмент, то есть каждая пьеса этого сериала был с одной стороны завершенной картиной, а с другой частью бесконечного сюжета, в который одни и те же типы и вот отношения поворачивались к нам разными гранями, разными своими сторонами и так далее. И картина вырисовывалась действительно очень интересная, увлекательная. Но прежде чем мы обратимся к этой картине, надо остановиться на одном парадоксе. Парадокс этот выглядит таким образом. При всем разнообразии и яркости типов, выведенных Островским на сцену, его герои в большинстве случаев остаются именно типами, некими обобщениями. Потому что, опять же, в большинстве случаев напрочь лишены внутреннего содержания. Какое внутреннее содержание у Паратова? Какое внутреннее содержание у Кнурова? Какое внутреннее содержание у Дикова? Или у Кабанихи? Я не знаю, Кабаниха. Вот никакого. Внутреннего содержания там, психологизма там нет. Психологического начала нет, психичности нету. Вот эти герои, они по определению не психичны, полностью лишены рефлексии и саморефлексии. Там нет вот этого, собственно говоря, этого начала. Это то, к чему русская литература уже привыкла, начиная буквально с героя нашего времени, с Евгения Онегина. Она уже привыкла к тому, что герой рефлектирует, герой переживает, герой меняется в зависимости от изменяющихся обстоятельств. А эти трактора, вот как он встал на колею в первом действии, в первой картине первого действия, так в последней картине последнего действия он в этой колее и остается. Итак, кроме того, что они вне идеологичны, мы ничего не знаем не только о том, как они переживают. Мы не видим, что они переживают, и мы не знаем, как они переживают те или иные ситуации. Нам дан лишь результат этих переживаний. Все. Выраженный в действии, выраженный в слове и в действии. Мы ничего не знаем и о том, как они думают. Вот там нет этих интеллектуальных метаний, размышлений и так далее. Опять же мы имеем дело с результатом. Как этот результат, из чего этот результат складывается, тоже пока трудно понять, но объяснимо, но попозже. Поэтому, строго говоря, если есть основное отличие, в этом и есть основное отличие Островского от своих современников. Те развивались либо на путях психологизма, тот же Толстой, либо идеологизма, Чернышевский или Достоевский, либо сцепление этих начал, как у Тургенева, тонкое сцепление вот этого психологизма, идеологизма и так далее. А Островский выпадает из этой магистральной, что называется, линии развития, и вины Островского в этом абсолютно нету. В чем дело? Вот тут мы возвращаемся к самому началу нашей лекции. Дело в том, что купечество, как самостоятельное сословие, вот как возникло в Петровскую эпоху, как положило в основании своей жизни домострой, вот так оно закупоренное, внутренне изолированное от внешних обстоятельств, от внешних изменений, вот так оно и прожило до середины XIX века. И особенность этого вот изолированного, закупоренного состояния заключалась в двух позициях. Первое. Значительную часть, и я бы сказал так, значительно, может быть, она численно не
превышала 50% русского купечества, может быть, это было 20-30%, но по роли, которую она сыграла в истории русского купечества, роль огромная. Это были староверы. Они составляли костяк русского купечества. Они устанавливали вот эти самые допетровские еще формы, удерживали допетровские формы жизни, существования, взаимоотношений, где честное слово, оно как закон, где обещал, сделал, не обещал, не сделал, где все на доверии и так далее. И староверы, и, собственно говоря, то, что мы называем в буквальном смысле домостроем, вот это и была основа, на которую опирался и которой жило русское купечество. Домострой. Помните его полное название? Вот надо наизусть выучить такие вещи. Книга, называемая «Домострой», это название, содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу или и жене, и детям, и слугам, и служанкам. Точка. Какая прелесть. Всем наставления. Это был действительно сборник правил, нормативов, моральный кодекс русского купца. Вот, русского купца. Он ходил и среди дворян, но дворянство к нему относилось как к литературному памятнику. Он, домострой, ходил и среди крестьян. Но для крестьян все-таки гораздо более важной была не вот эта письменная, что называется, письменно закрепленная традиция, сколько традиция обычая, сколько традиция обряда, сколько обычаи, традиция вот, зафиксирована в фольклорных текстах, фольклорных перформансах там, и так далее. А вот для купечества действительно домострой и вот эта прививка староверчества оказались чрезвычайно актуальными, оказались чрезвычайно важными. Они задавали нормы поведения, критерии, оценки, они формировали шкалу нравственных и этических ценностей, и по ряду причин, о которых как бы здесь вот совершенно не место говорить, к середине XIX века купечество оказалось единственным сословием, которое продолжало чтить домострой и придерживалось его норм в своем быту. Вот, когда мы говорили с вами о разнице темпов развития, вот и оказалось, дворянство шагнуло, прошло огромную дистанцию от Петровской эпохи к середине XIX века, прошло гигантский путь развития, а купечество, вот оно в неизменном виде вот так и просуществовало до этого периода. Обратим внимание на следующий факт. В грозе какое-то нерационально большое место отведено страннице Феклуши. Ее там очень много. Которая не имеет прямого отношения к основному сюжету. К основному сюжету она действительно прямого отношения не имеет. Но она нужна как выразитель некой отчасти важной... я начинаю рисовать картину мира купца. Вот, она, Феклуша, нужна как носительница очень важной черты из той общей картины мира, в которой живут герои Островского. Естественно, этот мир, он составляется, если я в нем живу, это вот сердцевина мира, да? Вот мы живем в Ижевске, и это центр Вселенной. Мы все отсюда отсчитываем. Там есть другие центры, но настоящий это центр вот он, здесь. Это в общемировой модели, это вот пуп общемировой модели. Он для Феклуши норма, как мы с вами помним, единственно правильная форма существования. Благолепие, милая, благолепие, красота дивная. Да что уж говорить, в обетованной земле живете, и купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный. Вот он, Калинов, с точки зрения Феклуши. Но в нем не все в порядке. Вот благолепие, но не все. Опять же Феклуша. Нельзя, матушка, без греха.
в миру живем. Вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, кому 6, а кому и 12 приставлено. Вот и надо от всех, их всех побороть. Глаша, а чего ж к вам так много? Феклуша, это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. Вот он, праведный мир. И чем он праведнее, тем активнее враг стремится эту праведность разрушить. Ничего не узнаете? Я не буду дальше комментировать. Проецируйте. Помогать не буду. Вот. В Калинове ему, этому врагу, тесно, благолепие. А вот зато вольно за его пределами. Вот там он разгулялся. Было мне в Москве видение некоторое, это Феклуша. Иду я рано поутру и вижу на превысоком доме на крыше стоит кто-то лицом черен. Уж сами понимаете, кто. И делает он руками, как будто сыплет что. А ничего не сыплется. Тут я догадалась, что это он плевел и сыплет, а народ днем в суете своей невидимо и подбирает. От того-то они так и бегают. От того-то и женщины-то у них все такие худые. Тело-то никак не нагуляют. В лице печаль, даже жалко. Кабанова. Все может быть, моя милая, в наше время чему удивиться. Феклуша. Тяжелые времена, матушка. Тяжелые. А откуда эта вся зараза берется? Ответ тоже есть. Говорят, такие страны есть, где царь-то нет, где царей-то нет православных, а султаны землей правят. В одной земле сидит на троне султан Махмуд турецкий, а в другой Махмуд персидский. И суд творят они над всеми людьми, что они судят, что не судят они, все неправильно, неправедно. У нас закон праведный, а у них неправедный. А то есть еще земли, где все люди с пёсьими головами. Вот. Представляете, каково жить в этом мире, где вот заканчивается стенка твоего дома, а там уже кто-то с черным лицом что-то сеет, а там дальше Махмуд турецкий или персидский правит, а там дальше еще и с пёсьими головами. Вот мы живем, вот последнее убежище праведности в греховном мире. Ну, ладно, это Феклуша. Но ведь кабаниха сочувственно реагирует на это. Все. Более того, я вам скажу, уж Кнуров очень просвещенный, правда, человек? Он там и английскую газетку читает, кофе пьет и так далее. А куда он зовет Ларису грешить? В Париж. Вот там можно. Здесь нельзя, а там можно. И там никто, он же как успокаивает ее, я тебе такое содержание дам, никто там хвоста не поднимет, и все там у тебя замечательно будет. Там можно. Кстати, Мокий Парменыч Кнуров, это же прямая отсылка к староверческой традиции. Это, они любили такие имена давать и, своим детям. Вот. Кстати, Тихон тоже ведь погрешить-то уезжает из Калинова. Там можно, тут нельзя. Вот. А Литва у них, как вы помните, вообще упала с неба. А там, где битвы были с этой самой Литвой, там холмы насыпаны. Вот представляете себе эту картину мира. И эта картина мира в том или ином объеме, в том или ином отражении сидит в головах у них у всех. Они все примерно так себе это все и мыслят. Катерина ведь в «Грозе» тоже мыслит свое состояние влюбленности, помните как? Как греховное. Неправильно. Вот то, что я ощущаю,
то, чему ведет меня мой инстинкт, моя страсть, мое внутреннее содержание, оно неправильно изначально, оно греховно изначально. Не должно быть так, не может быть так. Отсюда вот эта внешняя нелогичность ее поведения. Почему она просит Тихона, возьми меня с собой, там, и так далее, Борису, не подходи ко мне, и тянется, и отшатывается, что называется, одновременно. В общем, последние времена настали, как Феклуша говорит, по всем приметам последние, и в этих последних временах вот живут герои «Грозы», и в той или иной мере живут герои всех, так скажем, купеческих пьес Островского. В «Грозе» это еще усилено двумя появлениями на сцене вот этой полусумасшедшей барыни, которая уже прямо гиенной огненной грозит. Вот-вот гиенно-огненная вас поглотит. И сам образ гиенны проступает в «Грозе», как вы помните, на стенах заброшенной галереи. Там, помните, эти два горожанина? Вот смотрим, а что это тут? Тут галерея была, а потом был пожар, и вот что-то проступает. А что проступает? Картины гиенны огненной. Она уже прямо вот зрительно там тебе подается. Как говорится, не отвертишься, все уже. Это эсхатологическая картина мира, картина последних времен перед скорбным и неизбежным страшным судом. Эта картина, как я уже говорил, она сидит в том или ином объеме в головах у всех фактически героев Островского. А в «Грозе» она закрепляется еще и, так скажем, метеорологически. Предгрозье, гроза, это накладывается одно на другое, и там получается уже такой взрыв, что разносит все, что называется, в куски. По существу гроза в «Грозе» гроза выражает то, что чувствуют, но не могут высказать герои. Вот оно, разрешение, вот взрыв, как разрешение этого внутреннего напряжения, внутреннего конфликта. Потому что жить в такой картине мира – это жить в постоянном напряжении. Это жить на постоянном стороже, что называется. Особенно в «Грозе» это очевидно, но и в «Бесприданнице» тоже этот момент ощущается. Они не рационально, не интеллектуально, они интуитивно чувствуют, что вот близится конец их мира. И они так страстно пытаются удержать этот мир и удержаться в нем. Отсюда, собственно говоря, логика поведения Дикого. Он самодурствует, он кричит, он угнетает и он давит не потому, что он плохой человек. Он думает, что так он обережет этот мир от окончательного разрушения. Надо сцементировать его. Собственно говоря, Кабаниха ведет себя именно в этой же логике. Логике сохранения, удержания, убережения от распада, от развала, от разрушения. Там уже содержания нет. Вот это еще один очень важный момент. Понимаете, проблема, допустим, «Бесприданницы», проблема «Грозы», проблема многих других пьес Островского, там, где эта тема затрагивается, заключается в том, что вот этот купеческий мир, это мир, из которого живое это содержание, смысловое содержание уже выветрилось. Остались только формы, остались словесные формы, остались ритуальные формы, поведенческие формы. Допустим, в этой же самой «Бесприданнице» эти три купца, которые разыгрывают, что называется, Ларису, как предмет, они же все внутренне, они все убеждены, что они поступают правильно. Что тут нет ничего особенного, что это все естественно и нормально и так далее. Только именно по той простой причине, что как только вы обратитесь к тому, как они и что они говорят, то перед нами вот эти вот пустые речевые формы, из которых в котором реального содержания-то уже нету. Они их произносят, разумея что-то другое, что-то иное. Вот мир Островского – это драма субкультуры, которая 2 с лишним века жила, и вдруг выяснилось, что яйцо-то выеденное.
И вдруг выяснилось, что скорлупа-то хрупкая, и вот она уже на твоих глазах начинает надкалываться, начинает расщепляться, обнажая эту самую пустоту, и тогда как бы возникают самого разного рода реакции на эту пустоту. Кто-то, как дикой, стремится обратно захлопнуть все это и удержать. Кто-то встает на границу с новым миром, тот же самый Паратов, он вроде как и просвещенный человек, или Кнуров, он одной ногой европейский уже человек, а другой ногой все-таки вот там, что называется, стоит. И вот, собственно говоря, судьбы героев Островского расщепляются именно по отношению к вот этому главному. Вот трещина проходит через некогда единый, очень уютный, очень понятный, очень привычный мир. Мир этот становится неуютным. Мир этот начинает обретать какие-то качества, ну, неприемлемые. Да, кстати, это тоже прямое отношение к нам имеет. Вот Кнуров, Вожеватов и Паратов, они как бы пытаются усвоить какие-то качества нового мира, но усваивают, как всегда, в таких ситуациях не лучшие качества этого нового мира. Вот ровно то, что с нами в 90-е годы происходило. Мир открылся перед нами, но мы, извините, почему-то бросились на помойку этого мира и начали там восхищаться содержанием этой помойки. А потому что дальше-то не пустили. Ой, сами не... Кто захотел, Да? те пришли. Кто виноват, что многим помойки достаточно оказалось. Да, и вот когда они разыгрывают Ларису, вот эти отношения, которые раньше были бы греховными, теперь придают им там самый особый лоск. Вот. И чем мы хуже каких-нибудь там Карениных или Вронских? Они изменять могут, они любовниц держать, а мы чем хуже? А мы такие же, но у нас и капиталы есть, которых у них там нету. У нас может быть и прав-то даже больше на это все, чем у них. Тем не менее, факт остается фактом. Герои Островского по своей природе, по своей сути и в большинстве случаев вне идеологичны и вне психологичны. Что делать в таких случаях? Когда герой вне идеологичен и вне психологичен. Как придать им вес, как вызвать к ним какой-то интерес. Потому что по-другому, как? Вот, сами по себе они не представляют интереса. Сами по себе они несодержательный. Островский находит единственный верный выход вот из этой ситуации. Он придает им вес тем, что уподобляет их героям классической просветительской трагедии. Вот обратите внимание, в чисто драматургическом плане пьеса Островского – это шаг назад не только от Гоголя, а даже и от Грибоедова. Это шаг туда, к Фонвизину. Это шаг к Фонвизину. Только не к комическому, а трагическому Фонвизину. Вот это меня эстетически раздражает, но логически я это понимаю. Вот вы открываете любую пьесу Островского, и вам с первых 3 сцен все становится понятно. Кто есть кто, что есть что, какие отношения между героями, как они примерно будут складываться и к чему это все придет, заранее известно. И Островский, надо сказать, он в этом смысле честный писатель, он никогда нас не подводит. Вот как оно сказано изначала, так оно и будет на протяжении всей пьесы до самого ее конца. Это чисто классицистская, это чисто просветительская драматургия с заданными характерами, которые именно, как мы уже с вами говорили, типы. Никаких полутонов, никаких переходов, никаких изменений здесь в принципе быть не может.
Отсюда нравоучительность и дидактичность пьес Островского. Такого рода пьесы не могут быть не нравоучительными и не могут быть не дидактичными. Там всегда есть четкая граница между добром и злом, там всегда есть четкая граница между добродетелью и отклонениями от нее, и зрителю, и это опять же напрямую связывает пьесы Островского с сериалами, очень наглядно каждый раз предлагается, вот видишь, вот это плохо, а это хорошо. Кроха, сын к отцу пришел и спросила Кроха. И папа Островский ответил, вот это хорошо, а вот это плохо. И все понятно, и все ясно, и никаких сомнений, и никаких размышлений. Вообще, я сейчас буду огрублять, но тем не менее, Островский в этом смысле не требователен к своему зрителю. Он не говорит ему, поднатужься, подумай, взвесь, сравни. Вот его пьесы не вызывают такой реакции, которую вызывает Достоевский. Ой, надо преодолеть себя, чтобы это все как бы вобрать. Они не вызывают такой реакции, как, допустим, Толстой, когда, надо же, вот какую работу-то надо вместе с Львом Николаевичем проделать, чтобы пройти весь путь Каренина, и там, или Каренина, или Вронского, там, и так далее. Нет. Он говорит, сиди спокойно. Сиди спокойно, тебе все по дороге объяснят. Ты сиди и слушай, сиди и смотри. Сначала деньги в кассу, это естественно. Единственное оправдание, хорошо написано. А уж если еще и сыграно хорошо, тогда вообще это чудо. И в этом смысле Островский был действительно основателем русского репертуарного театра. Вот почему я назвал, Колумб не только за Москворечье. Он основатель русского репертуарного театра. Вспомните, что такое был театр до Островского, русский театр до Островского. Во-первых, до Островского существовало в России два театра. Один театр, это народный балаган с фольклорной там основой. Кстати, из народного балагана Островский очень много взял. Там в народном балагане, там каждый герой перед тем, как он первый раз появляется на сцене, вернее, в момент, когда он первый раз появляется на сцене, он себя представляет. Я такой-то, такой-то, вот основное качество мое такое-то, и я буду делать то-то. Вот ровно Островский так и делает. Выходит на сцену Феклуша, вот вам Феклуша. Выходит Дикой, вот вам Дикой. И так далее. И второй театр, это театр для чистой публики. Регулярный так называемый театр. Но театр тоже, вот назвать это театром в доостровский период было очень трудно. Это был, я бы это сказал так, театр-перформанс. Когда публика заходила в зрительный зал не только и не столько даже пьесу посмотреть, сколько себя, что называется, людям показать, обозначить свой социальный статус. Поэтому, как Онегин, помните, для чего приходит в театр? Обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтобы только слышали его. Вот он для чего пришел, чтобы все такой, вот я какой, вот полюбуйтесь на меня. Там театр-то не на сцене, там театр в зале. Основное действие театральное в этих театрах происходит в зале, а не на сцене. Сцена это так, повод. Вот. И, собственно говоря, и репертуарным-то театр русский никак нельзя было назвать. Борис «Горе от ума», извините, оно существовало до 1962 года, «Горе от ума» существовало только в отрывках. Только в 862 году в полном виде «Горе от ума» было поставлено на русской сцене. Только в 1962 году, а Островский начинает в конце 40-х. Борис Годунов еще позднее, в 1870 году, впервые полностью появляется на сцене, тоже существует только в отрывках. Что остается? Извините, остается только отживший Фанвизин и Гоголь с «Ревизором» и «Женитьбой». Все.
Русский театр на этом исчерпан. Все остальное – это водевили, это легкие пьески, переводные картинки переводные, переведенные с иностранных языков. Поэтому в один спектакль тогда антрепренер мог вместить сразу 3 пьесы. Потому что они коротенькие, в одно действие и так далее. В этом смысле Островский совершил настоящий переворот, если не революцию. Он сделал театр внесословным. Вот если там, как я уже говорил, был белая публика и народный, то он сделал театр внесословным. Это театр для всех. Это театр для людей с разного социального статуса, разного достатка, разного уровня образования и так далее, и так далее. А это, хотите вы или не хотите, понижало планку разговора. Я не говорю, упрощало, ухудшало и так далее. Но планку разговора нужно было выставить такую, чтобы это было понятно и разночинцу, и крестьянину, и студенту, и гимназисту старших классов, и девушке, которая там 3 романа, слава богу, прочла и так далее, и так далее. Тут никуда не деться. Вот когда ты работаешь на такой объем, ты сознательно или несознательно, вольно или невольно, ты все равно планку будешь занижать. И Островский очень умело соединил вот эти элементы классицистской драмы с народной традицией и так далее. Очень умело использовал вот эту заданность типов, заданность героев для того, чтобы об очень важных вещах говорить на очень доступном, простом и понятном всем языке. И это было еще одно открытие Островского. Драма и даже трагедия, она вовсе, оказывается, не требует того, чтобы рвали на себе рубашку, чтобы говорили белым стихом, чтобы выражались высоким стилем и так далее. Трагедия, оказывается, может развиваться в рамках обыденного действия, обыденного развития событий, обыденного хода жизни. Что такого трагического, грубо говоря, в отношениях Катерины и Тихона? Что там трагического? Извините, там в основе этих отношений пошлый анекдот. Что делает жена, когда мужа дома нет? Это анекдот водевилей, это анекдот кабака, это анекдот пьяной ресторанной компании там, и так далее, и так далее. Но оказывается, этот материал тоже может стать предметом драмы, трагедии и так далее, и так далее. Поэтому Островский пишет по 2-3 пьесы в год. Он буквально закармливает русскую театральную публику, он закармливает журналы, русскую читающую публику своими пьесами, и именно потому, что он понимает, какого объема и какого значения и какого масштаба работу он проделывает. Это был титанический труд вот этого по выстраиванию вот этого, как мы с вами говорили уже, бесконечного драматического сериала. По приучению публики к театру, по приучению публики к смотрению этого сериала, к приобщению к этому материалу. А внутри, как я уже говорил, сериал опирался на то, что зрителям, читателям было хорошо знакомо, понятно, доступно. Открытием Карамзина для русского читателя было то, что, оказывается, поселянки любить умеют. Открытием Островского стало то, что, оказывается, что и купеческие дети тоже любить умеют. И дворянки, не только дворянки, и купчихи, и мещанки, оказывается, любить умеют. И там, в этой среде,
тоже разворачиваются свои драмы и свои трагедии, достойные внимания и достойные освещения и так далее. Ну, как бы мы вот, не крутились, не вертелись, а уж извините, купеческая жена Катерина Кабанова и мещанка Гудалова стали предшественницами толстовской Анны Карениной. Они появились до Анны Карениной, а не после Анны Карениной. В этом смысле как бы Толстой прорабатывает и дорабатывает то, что, если не первым вот на таком уровне качественном, сказал, собственно говоря, Островский. Уступая по психологизму той же самой, допустим, Анне Карениной, Катерина и Лариса нисколько не уступают Анне в силе чувств и в силе характера. По силе чувств и характера они равные. Вот купеческая дочь, купеческая жена и это рафинированная дворянка там, Бог его знает в каком поколении. Тут, между прочим, тут же Островский прокладывает такую, ну вот, тонкую, но все-таки отчетливо видную дорожку к Достоевскому. Вот в чем трагедия Екатерины? Помимо всего прочего, в том, что она не может жить с чувством греха. Она не может ужиться с этим чувством. Через 5 лет в преступлении и наказании тот же самый Раскольников тоже окажется перед этой ситуацией. Я не могу жить с вот, сознанием того преступления, которое я совершил. Внутри себя уместить это я не могу. И, собственно говоря, и заканчивают они. Сначала Катерина, исторически, хронологически, а потом Раскольников точно так же. Они идут в народ, встают на колени и каются. И в этом смысле Островский предшествует в значительной степени Достоевскому. Кстати, здесь же Кудряш и Варвара, вот там же в «Грозе» несколько выходов как бы предлагается из ситуации. Один из вариантов выхода – это Кудряш и Варвара. Вот, если вы будете после Островского перечитывать Достоевского, вы обратите внимание, как Кудряш и Варвара, если не в мотивах поведения, то, по крайней мере, в формах поведения, похожи на Дуню Раскольникова и Разумихина. Тоже, вот надо, можно в этом мире жить и мучиться от него, и страдать, а можно дистанцироваться от него. И они находят этот вариант решения проблемы, они просто уезжают отсюда, они покидают этот мир, оставляя его со своими там неразрешимыми проблемами. Разбирайтесь сами. Мы по-другому жить будем. Вот и вообще надо сказать, что Островский тянет вот эту линию, которая началась еще, слава богу, с «Горе от ума». Помните, чем «Горе от ума» кончается? «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть сердцу уголок». Вот этот поиск уголка, после того, как ты получил по голове от этого большого мира, поиск, где тебе спрятаться, где тебе укрыться, он оказывается таким постоянным в русской литературе. И Лариса Агудалова – это самый наглядный пример. Чего она рвется в эту деревню вместе с этим нелюбимым Карандышевым? Да потому что там она наивно полагает, что там можно спрятаться, там можно скрыться, там можно как бы изолироваться от этого бесконечного процесса купли-продажи, обмена и так далее. Тут же дорожка и, между прочим, к Чернышевскому. Там Кулигин очень интересная, такая незавершенная, я бы сказал, у Островского фигура, очень интересная. Это, кстати, это единственный человек, который хочет запустить там время. Там же время остановилось, а он мечтает солнечные часы построить. Запустить время, чтобы хоть какое-то развитие там было. А помимо всего прочего, как вы помните, он мечтает изобрести вечный двигатель, продать его англичанам, потому что те пообещали, кто изобретет вечный двигатель, они там деньги дадут. А что он собирается на эти деньги делать? Работные дома построить. Дать работу мещанам Калинова
Пройдет еще несколько лет, и одна из героинь Чернышевского, романа «Что делать?», озаботится той же проблемой и начнет создавать мастерские. И в этих мастерских девушки будут шить, зарабатывать себе на жизнь, избавляясь от всяких пороков, от того общества, в котором они живут. Островский первый пискнул по этому поводу. Островский первый заговорил о таком возможном варианте. Вот, осторожно, аккуратно, вот не афишируя этого, не пропагандируя, что называется, это, Островский вот так аккуратненько так взрыхляет как бы почву для следующего шага русской литературы. Вот так можно развить, вот такое возможно развить, вот так можно повернуть конфликты и так далее. Сам он по характеру мягкий достаточно человек, и мир-то его тоже достаточно такой вот, ну, бархатным его не назовешь, но все-таки он не такой жесткий, как допустим, у Достоевского. И в литературе-то он ведет себя вот такой очень аккуратно, мягко, не настаивая, но такое давление очень существенное оказывая на литературу и на современных ему читателей. Ну, и взрыхляя эту почву, собственно говоря, вот натворил то главное, о чем мы с вами сегодня говорили. Создал русский репертуарный театр, открыл в этом театре новый мир, показал его специфику и в значительной степени предсказал вот те грозы, те потрясения, те конфликты, которыми начнет жить русская литература уже 60-х, 80-х и 90-х годов XIX века. Спасибо.